Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мои сподвижники, как звезды, и за каким бы из них вы ни пошли, вы пойдете прямым путем». Сегодня мы поговорим о сподвижнике пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Аюб аль-Ансари, в честь которого названа эта мечеть в Стамбуле. Настоящее имя Абу Аюба аль-Ансари – Халид ибн Зейд. Он родился в городе Медина. Абу Аюб, рады Аллаху анху, был из рода Бану Наджр, племени Хазрадж. Он принял ислам в 620 году, еще до первого переселения мусульман в Медину, а также был участником второй клятвы при Акабе в 621 году. Абу Аюб, рады Аллаху анху, знал Коран наизусть и был очень мудрым человеком. Где бы он ни находился, его везде уважали. Абу Аюб аль-Ансари и его супруга были очень гостеприимными людьми, о чем передано немало рассказов и хадисов. После приезда пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в Медину, все мединские мусульмане посчитали себе за честь принять его в своем доме в качестве почетного гостя. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, поблагодарил их и сказал, что верблюд сам себе хозяин, и он остановится там, где посчитает нужным. После этого, пройдя некоторое расстояние, верблюд присел на месте будущей мечети, которая находилась именно у дома Абу Аюба аль-Ансари, у которого и остановился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и оставался там до того, как построили мечеть пророка. Абу Аюб аль-Ансари удостоился такой чести, которой не удостоится никто, начиная от пророка Адама, алейхиссалям, до конца существования миров. В одном риваяте говорится, что когда верблюд опустился на колени перед дверью Абу Аюба аль-Ансари, явился Джибриль, алейхиссалям, и сказал: «Слезай здесь, ибо он проявил смирение перед Всевышним». Когда ты доехал до городских ворот Медины, все стали украшать свои дома, чтобы ты остановился у них. Абу Аюб аль-Ансари подумала про себя: «Я бедный и незнатной семьи. Расулюллах устыдится меня и не придет в мой дом». Раз он проявил такое смирение, почти его дом своим присутствием. Ведь точно так же ковчег пророка Нуха, алейхиссалям, остановился у горы Джуди, благодаря тому, что эта гора была смиренной. Также и Всевышний Аллах явился на горе Сина, так как эта гора еле держалась от благоговения и страха перед ним. Также передают, что Абу Аюб аль-Ансари, рады Аллаху анху, имел родственные связи с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, со стороны бабушки его отца. А здесь находится место захоронения Абу Аюба аль-Ансари, рады Аллаху анху. Во время осады столицы Византии Фатих Султан Мухаммад повелел разыскать могилу сподвижника Абу Аюба аль-Ансари, но никто не мог сделать этого. Лишь после того, как духовный наставник Мухаммада, суфийский шейх Ахшамсаддин, увидел сон, в котором было указано точное местоположение могилы, они направились к указанному месту и нашли ее. Султан Мухаммад повелел возвести над могилой Абу Аюба аль-Ансари, рады Аллаху анху, усыпальницу, мечеть и комплекс зданий около них. Всю свою сознательную жизнь Абу Аюб не пропустил ни одного военного похода мусульман, начиная с эпохи посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и до времен Муавии. И если он и не участвовал в каком-либо походе, то это означало лишь то, что он был занят в другом. Последний раз он участвовал в походе на Константинополь, который подготовил Муавия, а войсками командовал его сын Езид. В то время Абу Аюб, рады Аллаху анху, был уже глубоким старцем. Однако это обстоятельство совсем не помешало ему вступить в армию под предводительством Езида и отправиться с походом на Константинополь, так как он всем сердцем хотел воплотить в жизнь слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, которые звучат следующим образом: «Константинополь непременно будет завоеван. И как прекрасно то войско, которое завоюет его, и как прекрасен тот предводитель, который поведет это войско». Однако, вскоре после начала боевых действий Абу Аюб, рады Аллаху анху, сильно заболел, что помешало ему продолжить участвовать в боях. Придя навестить его, Езид спросил: «О, Абу Аюб, есть ли у тебя какая-нибудь просьба?» На что Абу Аюб, рады Аллаху анху, ответил: «Приветствуй от меня воинов-мусульман и скажи им: Абу Аюб завещает вам решительно продвигаться вглубь территории противника как можно дальше и взять его с собой, чтобы похоронить у ваших ног под стенами Константинополя». Мусульманские солдаты
выполнили последнее желание сподвижника посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Они непрерывно атаковали противника, пока не вышли к стенам Константинополя, неся с собой тело Абу Аюба. Здесь они его и похоронили. В 669 году, во время осады мусульманами Константинополя, здесь умер один из ближайших сподвижников, знаменосец пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, Абу Аюб аль-Ансари. Его похоронили у стен города, положив на могилу надпись на арабском языке и скрыв место захоронения. Но то, что мы видим здесь сегодня, не относится к 15 веку. Первоначально построенная мечеть была разрушена землетрясением в 18 веке. Мечеть имени Абу Аюба аль-Ансари была восстановлена в 19 веке по приказу султана Селима. На сегодняшний день сохранилась мечеть, усыпальница и часть зданий хаммама. По сей день это место почитается, и к нему приезжают из всех уголков земли. А в Стамбуле, где находится эта мечеть и усыпальница, тщательно ухаживают за ними и берегут их. Район Стамбула, в котором находится место захоронения Абу Аюба аль-Ансари, радиаллаху анху, также носит его имя. Этот район полностью впитал в себя духовность сподвижника пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и по праву может называться самым религиозным и самым духовным местом Стамбула. Каждый житель этого района олицетворяет собой человека, который удостоился чести принять в гости самого лучшего из людей, воплощает в себя нрав этого человека и оставляет у каждого посетителя этого района только положительные впечатления. Сейчас мы вас познакомили с историей одного из любимых сподвижников пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.